Здравствуйте, уважаемые телезрители! Здравствуйте, уважаемая студия! Сегодня тема лекции посвящена абхазам, их участию в Первой мировой войне. Конкретнее, абхазы на фронтах Первой мировой войны 1914-1917 годы. Почему именно обозначено такое название именно абхазы, а не традиционно известные вообще по Первой мировой войне всадники Черкесского конного полка, 4-я абхазская сотня Черкесского конного полка. На самом деле в этой вот монографии, которая у меня в руках, собраны все участники Первой мировой войны, начиная от добровольцев или охотников, включая офицерский корпус, представители Абхазии, их немного, но они были, и которые служили в 4-й сотне. И следующие – это люди, служившие в Российской императорской армии, в регулярных частях этой армии. Это наши соотечественники, которые были уже офицерами. Кто-то даже только-только заканчивал школу прапорщиков. Ну, по выпуске он получал первый офицерский чин и дальше уже служил на фронтах Первой мировой войны. Таким образом, с учетом вот всех этих факторов, появилось вот такое название именно абхазы на фронтах Первой мировой войны. Эта тема очень интересная, с одной стороны, но и очень сложная, поскольку материалы по Первой мировой войне не только вот по иррегулярным частям, которыми являются все конные полки, сформированные на период начала Первой мировой войны, но вообще так сложилось, что на фронтах очень плохо сохранялись документы, но все равно были указания целенаправленно собирать и свозить в одно определенное место, как архив складировать, а потом уже по направлениям разбирали, обрабатывали, и, соответственно, шли они на хранение в соответствующих архивах, фондах и дошли до нас. Сегодня, в общем-то, имеет читатель такую большую возможность. Я к этой теме, казалось бы, ну, не очень-то имею отношение, если только не этническая вот принадлежность к абхазам. Я абхазка, цвижба, естественно, да, и вообще, все, что касается Кавказа и нашей истории, разные в разные периоды, очень интересно, но да, я этим и занимаюсь, у меня практически тема моих исследований – это 19 век, Кавказская война, но пройти мимо такого материала я, естественно, не могла, имея возможность, находясь на службе, собирать эти материалы. Основные фонды – это тоже очень важно, наверное, я скажу, потому что многие не понимают, где хранятся материалы, многие считают, что они были всегда закрыты, не давали о них говорить. Именно вот по Первой мировой войне, о документах. Я доказывала, это неправда, все открыто. Ну, просто надо знать, где они, как искать, как изучать. Если ты не профессионал, если ты не специалист, не связан с такого рода документами, конечно, очень сложно. Люди теряются, люди не понимают, с чего начать, даже объяснения, они уводят, не сразу человек понимает, что он должен делать. Основные фонды хранятся в Российском государственном военно-историческом архиве. Некоторая часть документов Первой мировой войны именно Черкесского конного полка. В 17 году, когда полки возвращались домой, так получилось, что полковой архив с конца 16-17 года оказались в Нальчике. Эти материалы тоже, то, что касалось абхазской сотни, мной использованы. Но даже в военно-историческом архиве полковые материалы, корпусные, дивизии, разная переписка по войне, конечно, это огромные массивы, это десятки фондов, в которых есть и тысячные дела, но надо просто уметь отобрать и сориентироваться, это тоже занимает время. Но что касается полковых материалов, они, конечно,
не очень хорошо сохранились. Но есть дублирующие какие-то другие фонды, особенно когда идут рапорты, донесения главнокомандующему, от главнокомандующего императору. Одно дело описание боевых действий и фронтовые события, но наградные представления о награждениях. Конечно, есть возможности, где искать, но это очень долгий и кропотливый путь. Когда приезжают люди и быстро какие-то находят, и это не полная информация. Я не первый, кто пишет про абхазов в Первой мировой войне. У нас в 1990 году в Абхазии выходил «Абхазские всадники» из Уга Габелия. Он изучал архивы Российского государственного военно-исторического, тогда Центральный государственный назывался архив. Но в силу различных обстоятельств, ограниченного времени, конечно, только малую часть было изучено. Потом очень много полевого материала у него и с использованием еще материалов Абгосмузея. К сожалению, никакие фонды и как эта информация, которую он пишет, попадали от кого и где они хранились, и в каком виде они хранились, он нигде это не писал. Поэтому сложно сказать, насколько они репрезентативны, вот эти вот сведения, которые он опубликовал. Самая большая такая работа, я думаю, что вот такие детали, наверное, и интересны для тех, кто хочет изучать вообще военную тематику этого периода. Это не только же участие наших соотечественников Абхазской сотни и других вообще в войне. Это огромной, с большущими потерями. Олег Леонидович Опрышко, один из первых выпускников историко-архивного института. Я-то уж позже намного там училась. Мы с ним подружились, когда он приезжал в военно-исторический архив. Ну, я в силу своих должностных обязанностей должна была консультировать, помогать исследователям. И он написал фундаментальную книгу о дивизии, конной дивизии, в которую входили все конные полки, сформированные на период Первой мировой. Я сейчас расскажу, какие были и как шло формирование. Но это более справочное издание. А вот такое монографическое исследование – это впервые. И сюда вобрано максимально доступное в плане сохранности и физического состояния. Иногда через лупу даже прочитать бывало сложно, но как-то ты уже зная тематику, можешь расшифровать. И вот таким образом получилась вот такая вот книга. С началом Первой мировой войны, вернее, объявления Германии и России, 3 августа уже была объявлена мобилизация вообще по империи. А Кавказ, соответственно, как бы в империи, но тут отдельно все происходило, поскольку на службе находились только князья, дворяне, да, рядовые. Ну, это, понятно, наша история. Кавказская война, заселение, покорение, ну, разные трактовки этих событий, и под каждой можно, в общем-то, достаточно материалов найти и обосновать, и объяснять. Но, тем не менее, наместник Кавказа Воронцов-Дашков инициирует, все-таки документы показывают, что он был инициатором организации, объявления, вернее, о сборе добровольцев среди кавказского населения и создавать полки. Таким образом, получается, очень быстро, форсированно, за неделю будет уже получено разрешение, высочайшее соизволение на формирование полков. В процессе формирования даже получилось так, что было много добровольцев, изначально предполагавшийся просто чеченский полк, скажем, да, в который входили чеченцы и ингуши. В результате получается отдельно чеченский корпус и отдельно ингушский корпус. Ну и, соответственно, следующие – это второй дагестанский, кабардинский, черкесский, в который входит 4-я абхазская сотня, и татарский конный полк. Это имеется в виду Бакинская область, это не Республика Татарстан, как сегодня они представляют, и давно, что это их полк, но приходится переубеждать. И аджарский батальон будет сформирован. В это же время, когда уже эти конные, иррегулярные, это конные полки, обычно иррегулярные, которые формируются на период военных действий,
возникает вопрос сформировать из этих полков Кавказскую конную дивизию во главе с Михаилом Александровичем Романовым, родным братом императора. И начинается спешно организационный вопрос. Это тоже очень интересно. Да, все, в общем-то, знают это и рассказывают друг другу. Это и описано много в селах или в общинах, как собирали, объясняли на сходах, что началась война. И, в общем-то, активное такое понимание и поддержка со стороны абхазского народа наблюдается. И не только вот из рассказов тех, кто был тогда и записаны были, но и официальная документация людьми, занятыми вот этими организационными вопросами, обеспечением, снаряжением, вооружением, хотя всадники идут в своих черкесках, изначально они все пришли, практически все, в черкесках, кинжал, шпага, ну, оружия не было другого, в общем-то, которые им выдают. Еще по 20 рублей ежемесячно эта выплата, ну и за наградные георгиевские награды, кресты, медали, оружие, это очень почетное и дорогое, в общем-то, наградные знаки. Это тоже было озвучено, и активно идет формирование. Идет не просто, когда даже замеры, чтобы сшить одинаковую форму, обсуждение какого цвета, серого цвета, какие опознавательные знаки должны быть. Ну, черкесский полк имеет красные погоны и обозначение ЧР, чеченский ЧЧ, ну, и все остальные вот по одной-две буквы, которые говорит, ну, начальные, да, кабардинский, да, уже понятно, и КБ. Быстро будут сформированы эти полки. 20-го предполагалось, но на самом деле 21-го марш начинается из Лыхны и до Армавира, где конечный пункт 2 октября они в Армавире, отдых, и 5-го уже практически они идут на фронт. Буквально вот с похода на фронт. Вот вопрос о сотне. Вообще по всем полкам 500 с небольшим считается состав полков. Там есть всадники, там есть обеспечивающие их вахмистры, урядники, нестроевые, ну, всегда там обозные. Но когда я столкнулась со списками разрозненными или какие-то информации, которые попадались, естественно, я фиксировала, и пока я не сделала сводные, тоже было непонятно, какова все-таки численность абхазов. В первой сотне посписочно, он в 3 вариантах есть, 128 человек. Ну, правда, один Шхалахов из Майкопских. Он все время с первого дня с абхазской сотни, ну, скорее всего, как может, адык. Непонятно, но он изначально был в первой сотне. Последний всегда в списке записан был. Это лето 2014 года. Далее, понятно, война, убыль. Заболевания, которые практически начинаются за пределами, уже когда оказались в другой географической точке, уже осень, и попадают и в госпитали, кого-то даже вынуждены будут заменить вдогонку по состоянию здоровья, которые не могут дальше идти маршем. И следующее пополнение будут из запасных сотен. Таким образом, вот когда я эти списки нашла и посчитала, получилось 298 человек в 4-й абхазской сотне. Это только что было обнаружено по спискам. Ну, например, на май 2015 года идет из запасной сотни 43 человека, на август 2015 года 60 человек. И в апреле 2016 года 67 человек. Таким образом, 298, ну, практически 300 человек получается. А если, да, это уже не сотни, это 3 сотни, можно сказать. И на этом моя статистика не закончилась.
И когда я стала находить людей, которые оказывались отмеченными в рапортах, то пригнать лошадей, то отмечены были во время боев, ну и каким-то образом кто-то кого-то заменял, раненых, больных, погибших, когда исключают из списков, идет пополнение, скорее всего, они, минуя вот эти запасные, кто-то из запасной мог, но я так предполагаю, что, скорее всего, они, минуя вот эти вот запасные, где идет подготовка, в принципе, наши охотники стрелять, и ловкость, в общем-то, и на лошадях, это никогда не отнять. Они во время боев вообще удивляли австрийцев, они больше имели столкновения с австро-венгерцами, и бывало, что они и рукоплескали, это Корнет Лакербай, когда он немножко забежал, ну, чтобы сказать, что они готовы были вообще как воины, но все равно одно дело ты здесь, другое дело на фронте, где есть определенные какие-то правила. Та же самая история, если не ошибаюсь, это, по-моему, да, с всадниками ингушского полка. Как это мы будем сидеть, прятаться в окопах, там противник недалеко, их обстреливает. Это не наш дух, понимаете? Вот такое тоже бывало. И получалось таким образом вот пополнение вне списка, когда шли люди. И таких, когда я стала сводить, получилось у меня 434 человека. И кроме этого служили, поскольку, как я уже говорила, было очень много желающих, люди, не попадавшие в Абхазскую сотню, оказались в других конных полках, в Кабардинском, Ингушском, вот больше в этих. В книге они есть и пофамильно. Ну и в Ингушском еще и командир полка был Мирчули, наш соотечественник. И общая такая, скажем, численность, с учетом еще и тех, кто служил в регулярных частях, получается 484 человека. В регулярных у меня 38 человек получилось. Среди них 3 женщины. Одна служила при полковых госпиталях, Ладария. Я эту информацию взяла по ее воспоминаниям. Действительно, то, что она описывала, и у нее были там 2 брата, один родной, другой двоюродный, это 2 отцов, братьев. И она вслед за ними пошла в сестры милосердия. Ну вот с учетом и ее 38 человек. Ну, в общем, получается, у меня 384 – это те, о которых где-то уже сказали. Какие-то сведения не подтверждаются, я постараюсь это тоже по времени, если будет возможно, скажу. Но, тем не менее, 128 и почти под 500, да, получается, ну что тут остается, плюс-минус. Это огромная численность абхазских добровольцев и офицеров регулярных частей, которые пошли на фронт, отдавая и свои жизни, и погибая, и, соответственно, конечно, были и подвиги, за которые они получали награждение, но, тем не менее, вот такая у нас цифра. Я бы сейчас хотела сказать вот еще о таком, что убыль была большая, поскольку были заболевания, но, конечно, очень много было ранений. Я даже пыталась как-то посчитать, сколько, но это невозможно, потому что одни и те же по кругу могли получать ранения, получить перевязку, какую-то некую медицинскую помощь, потом снова в бой, и потом бывало, что этого же могли забрать в госпиталь на лечение, и из госпиталя мог вернуться, а мог и сложные бывали ситуации, отправляли на лечение дальше от линии фронта, и в том числе и на Кавказ, и в Абхазию на долечивание на определенный срок, если человек не возвращался, не превышал вот отпущенное ему время на лечение или отпуск на восстановление здоровья.
его автоматически исключали. Да, приказ создавался, писался, и из всех списков его исключали. Но здесь в монографии это есть, когда будут читать люди, просто о каждом это невозможно говорить. Эти примеры в нескольких местах будут, когда люди, зная, что, в общем-то, они на определенный срок отпущены были, но не укладывались, автоматически они уже исключены, но они все равно возвращались на фронт. Их обратно возвращали домой, уже на их место брали других, и они исключались из списков полков. Это не только абхазская сотня была, но и по всем другим такая история была известна. И происходили даже, знаете, такие курьезные случаи. Я сейчас не думала даже вообще на этом факте останавливаться, но это тоже интересно, насколько они шли защищать Родину, которые, в общем-то, еще свежи были по XIX веку. Трагические страницы, да, они никогда и не затухают, да, у каждого поколения это в памяти. Был такой Пшкан Перцхелия. Это вообще, конечно, я была удивлена, когда я эту историю читала, насколько вот патриотизм и некая ответственность. В Армавире он отстал перед маршем всех, которые должны были идти в поход, когда уже построение и, соответственно, идут, а его нет. Он растерялся, потерял своих соотечественников, да, сотню, и каким-то образом возвращается в Сухум. Знает только абхазский язык. Главе города он рассказал. Идет переписка с командиром полка Чавчавадзе, который занимался формированием, знал все ситуации, как это формирование происходило. Офицерский корпус он подбирал. И качество всадников, положительные такие, все молодцы, бойцы, храбрецы, да, вот такого рода эпитеты к процессе формирования звучали. И он его возвращает, как и положено, его направляет, и он догоняет своих сотню, и полк, и попадает в свою сотню. И таким образом, в общем, говорить о том, что мог быть дезертиром человек, я сейчас это подведу тоже к одному из фрагментов войны, где, когда я рассказывала, что был такой всадник, который в 15 году в мае в самых тяжелейших боях с австро-венграми на Юго-Западном фронте, где были очень большие потери, он оказался контуженным. Это Мачак Вадлиба из Восточной Абхазии, сейчас из какого села, точно не скажу. И везде, во всех официальных документах пропал без вести. Рукопись сверстана, мне звонок. Во все время пишет, везде все пишут, что пропал без вести. Звонит мне его внучка. А он вернулся домой через 10 лет. Скитаний по Европе. Женился, она его внучка по его фамилии. Я успела внести его, что вот эту историю. Когда я среди коллег начала говорить вот эту историю, да, дезертир, сказали. Я говорю, нет, вы не поняли, дух всадников, дезертиров не было. Ну как он, где он был, как его выходили, кто, скорее всего, контузия и провал памяти, и, соответственно, пока он пришел в себя, пока он сориентировался и каким-то образом, наверное, перемещался в сторону Абхазии, на юг Кавказа, и вернулся. Так что дезертиров не было, все были очень храбрыми. На фронте так сложилось, что все восхищались всадниками конных полков, и когда какие-то неординарные вообще ситуации бывали, и всегда как-то там, где была сотня абхазская, и их однополчане это писали, и из других конных полков есть воспоминания, как себя проявляли, в общем-то, всадники абхазской сотни. И какая-то была такая традиция заведена в полках, что нужно как-то отмечать, кто, как посчитают внутри
с полка, кто самый достойный, чтобы получить такой титул храбрейший. И там интересно, конечно, в документах, как это обсуждается, кто какие характеристики дает. И был назван практически единогласно, наверное, такой Хамажир, Хамаджир его пишут, Тарбая, Торбая, Атырба. И вот получает он такой вот титул храбрейший, и его подвиги, как он смело там, разрубая проволочное ограждение, берет в плен австрийцев. И, ну, такие есть вообще. У Алакербая тоже есть, когда у него рука раненая была, надо идти вперед, он другой рукой рубит вот эти заграждения. Но таких, получается, вообще храбрых и совершавших такие неожиданные поступки было практически, можно, наверное, каждый на своем посту. Даже те, которые патроны подносили, они тоже получали награды за тот героизм под пулями, когда у группы, которая удерживает противника, заканчивается оружие, и рискуя жизнью, и они вот выручают, и, соответственно, это тоже подвиги, получают и ранения, и в представлениях о каждом, кстати, никакого стандартного описания в наградных нет, они все практически индивидуально. Но если там группа идет, тогда, понятно, идет общая характеристика. Ну, на каждого, но одна и та же, один и тот же практически текст. И это говорит о том, что действительно всадники абхазской сотни совершали чудеса. При том, что даже их, казалось бы, вот в первой сотне, когда они пошли, их немного. И я уже говорила, что действительно было очень много заболевших, и заболевания они их преследовали. В основном такие легочные, бронхиальные, суставные, у кого зуб, кто хромает, суставы ревматические, такие заболевания. И даже к концу 2014 года там периодически официальная статистика идет, списочный состав, сколько всадников, сколько остальных всех вспомогательных служб и сколько в них людей. Кстати, и также кони в учете. И на период с 26 октября по 2 декабря, ну, это месяц, там, плюс-минус, там, 2, наверное, да, 3 дня получается, ноябрь, да, с небольшим, месяц с небольшим, в госпиталях оказывается 35 человек, это из абхазской сотни. Наличный состав 75, где 128 должно быть. И вот эта вот цифра, она все время меняется. Убыль, пополнение, и убыль, следующее пополнение. И вот про тот период, про который я сказала, бои в мае 2015 года, бои происходили на линии реки Днестр, где противник пытается перейти на левый берег. Абхазская сотня занимает огромную линию, примерно 7 верст. Представляете, какова численность всадников и в несколько раз превосходящие силы противник. Бывает, что и прорывают, но тем не менее, вот таким образом сотня, ну, рядом, конечно, есть на других позициях представители других полков, но тем не менее. И вот в этом бою как раз в майские с 25 по 30 идет, но особенно отличается майские 29 мая, за этот период майские, где будет ранено 16 человек абхазской сотни. А весь полк тогда потеряет 86 человек. Это самая большая численность потерь по всем полкам была только у Черкесского конного полка. Конечно, тему участия можно говорить, и будем говорить еще по другим позициям, ситуациям. И, ну, во всяком случае, вот ту часть, которую я озвучила, я надеюсь, в общем-то, что она понятна, и мы можем говорить о том, что действительно сотня условная,
она в несколько раз превышает. Потери были значительные, как по болезням, так и по ранениям. К сожалению, будут и убитые, и умершие от ран, о которых, я думаю, что мы расскажем в следующий раз. Лариса, большое спасибо вам за такую содержательную лекцию. Мы представляем, какое количество материала пришлось обработать для того, чтобы вот эта информация всплыла. Но у меня вот такой вопрос. О дикой дивизии было очень много снято фильмов, передач, много написанного. И мы, когда иногда читаем в средствах массовой информации, вот очень иногда вот такой вопрос возникает, когда говорят о дикой дивизии, то перечисляя полки Кабардинский, Карачаевский, Балкарский и так далее, вот очень часто не называют Абхазскую сотню. И причем это в основном делают источники из Северного Кавказа. Как вы думаете, с чем это связано? Да, еще должна сказать, что сейчас вы сказали, что Абхазская сотня входила в Черкесскую дивизию. Нет, конный полк, Черкесский конный полк. Да. Вот как же так получилось, что вот не называют некоторые источники нас? Вы знаете, вообще в науке очень много таких нюансов, на которые специалисты только могут обратить внимание. Объем ограничен, у человека в плане какой-то свой сюжет. И под этот сюжет подгонять все, конечно, сложно. Когда идет, вот как и Опрышко писал о дикой дивизии, естественно, он формирование, все полки называет, и наградные, о которых я не говорила, будет время, мы это рассмотрим. То, что входило в его план, показать, что было, как происходило, это есть. И там и Абхазская сотня есть. В статьях, которые пишут даже мои друзья, коллеги, изучающие ингушский конный полк, и там, кстати, и принимали участие в съемках фильмов о дикой дивизии, вот современно с использованием архивных материалов, они говорят об абхазах, но говорят о своем командире Мирчуле и его брате Дарисман, который с ним тоже погибнет. Их там 2 брата родных и один еще по их фамилии. Но Абхазская сотня, понимаете, отдельно, чтобы говорить, это надо писать работу. Но в материалах я здесь дала и сканы документов, где бланки, на которые пишут рапорты, в том числе Алексей Шервашидзе и Берквист, командир Абхазской сотни, и они пишут Чевчевадзе, командиру полка. Я, кстати, вот этих не представила, кто был их главными начальниками военными. Ну, по ходу уже получается на бланке черкесский полк, 4-я, в скобках, Абхазская сотня Черкесского конного полка. Это есть. Я специально на эти документы обращала внимание и делала сканы. Они здесь обозначены. Есть еще книга Руслана Кондор «Черкесский конный полк». Ну, понятно, он об абхазах пишет, и Абхазской сотне. Здесь уже эта книга, уже невозможно это обойти. Но в статьях как-то выделять, видимо, не получается. Это болезненная тема, я думаю, что это можно говорить, такие вещи. Я в свое время здесь на международной конференции в Абиги делала доклад. Вот когда я начала уже из собранного материала какие-то статьи, публикации уже вбрасывать в общество, большой такой был материал, но я делала акцент для абхазов. Я, например, когда еду на Северный Кавказ, стараюсь вести какой-то архивный материал касательно их этноса, их истории. Ну и сюда, конечно, акцент делала на абхазских представителей. На меня выходили в соцсетях, говорили: да, конечно, вы вырезали черкесов. Я никого не вырезала. В силу обстоятельств я давала этот материал. Зачем вырезать? Я историк-архивист, мне никогда такой в голову не приходил. Но в обществе это так воспринимается во многом, когда на кухне разговор идет. К сожалению, это есть, и я часто с этим сталкиваюсь, но я уже стараюсь не реагировать, но пытаюсь объяснять, как возможно. Но участие обозначено, есть бланк.
Есть официальные признания, есть наградные георгиевские кресты, медали. У меня посписочно они все есть, и георгиевское оружие. В общем-то, мы представили, ну, неплохо, потому как сохранились материалы. Спасибо большое, спасибо. Книга уже пошла в народ, и, наверное, есть отклики, потому что для Абхазии это, в общем, такое знаковое событие, и само участие в Абхазской сотне, и насколько ну, Лариса, с вами связываются люди, которые нашли своих родных, и те, которые вдруг не нашли, а считали, что они служили в Абхазской сотне. Существуют ли, то есть, возможно, даже развенчаны какие-то мифы. И вот у меня сейчас возникла мысль, что, возможно, у книги будет продолжение, да, и вот этот вот хотелось бы вот что-то вот услышать на эту тему. Да, на меня очень многие выходили, когда я стала публиковать на сайте научного общества кавказоведов. Я уже как-то пробные делала. Конечно, это было правильно с одной стороны, но с другой, когда я уже начала сюжет выстраивать, и мне очень трудно было опубликованные уже под монографию. Это была трата нервов, времени, сверка. Здесь увидите, какое количество архивных источников. Где-то полетела ссылка, и я несколько раз рукописи, выписки, компьютерные распечатки, статьи я выверяла. Это адский труд, но я должна была это сделать. И откликов было много, еще когда шла публикация даже до книги. И спрашивали, ну вот, мы там прочитали, а он был награжден. Я говорю, дайте сейчас проверю. Даже бывает, что я сижу за компьютером и открываю тему, и файл рядом. Я говорю, знаете, нет. Как нет, возмущенные? Вы что? Мы же знаем, дома рассказывали. Очень много легенд. Я говорю, но он герой. Сам факт, что он пошел... Да, в списках сотни он есть. Но дальше ну, никак не обозначен. Да, какие-то материалы не сохранились, но все равно я практически все возможное подняла. Недостающий мне опрышка. Он публиковал и мне еще до моих вот этих вот уже конкретно целенаправленной работы, он мне присылал по абхазам. Попытка, не попытка даже, а я старалась сделать максимально все, собрать вот в одну обложку. Я когда говорила нет награждения, даже нет представления, как нет, было 2 или 3 креста, мы видели, детьми играли, даже кто-то говорит. К сожалению, я по опыту работы знаю, многие участники Первой мировой войны и других, ну, в основном это массовое награждение, это самый почетный, это Георгиевский крест, который специально для солдат был выпущен. И по опыту вот таких обращений, когда ты ищешь, находишь награду вообще за другим человеком, а оказался он у другого. Могли быть разные ситуации, могли пойти сфотографироваться, а все фотографии, которые здесь вот есть, если посмотреть, они студийные. Форму повесили и сфотографировались. Домой приходит фотография, герой, все правильно. Да, он герой, но не все были награждены. И говорить, как один уважаемый из Северного Кавказа, я уже его прописала, не буду сейчас повторять, пусть они там сами разбираются. Нам к столетию начала войны в Москве, в Доме национальности, я просто потом ролик видела, все всадники полков были награждены. Да не все, все не могли быть награждены, 500 человек, нет. У меня где-то 77 человек по крестам, да, есть у кого-то 4 креста, у кого-то 3, 2, 1. И где-то 49, по-моему, по медалям. А все у нас 480. Ну да, если минус 38, это офицеры у них. Святого Георгия, Святого Станислава, Владимира, Анны. Там другие офицерские награды. Но все равно. Вот эта вот легенда в народе гуляет. Потом обижались и говорили, вы плохо ищете, ищите лучше. Я сначала как-то реагировала так, потом думаю, да ладно, что же делать? Но действительно то, что есть легенда. Или бывали, вот это самое неприятное, когда знают они одну легенду, а в документах совершенно другая. Вот и по Первой мировой. И здесь может быть та же такая история. Идут в атаку, в наступление.
У кого-то уже висит, потому что их на линии фронта награждают, великие князья приезжали, и, соответственно, выстраивался парадно свободный или специально выбирали время построения, и те, которые уже проходят по приказу, их награждали, и у них они висят. На груди, естественно, идут в атаку и сражен. Это не обязательно абхазская сотня, это там рядом и другие полки были, регулярные были, это дивизия, корпус, да, и снял, повесил себе и приехал. А в списках он не будет значиться. Это я объяснять пыталась деликатно, но меня не поняли. Так что это имеет место. Но что интересно, вот по этой книге, ну, те люди, может быть, которые меня знают, которым я помогала много и помогаю, были хорошие оценки данные, и тот же Опрышко, он мне звонил сюда, и он там столько говорил, что мне правительство должно сделать, сказал, мне ничего не надо, я должна была это сделать, я сделала.